Я слышала, что вы обращались и к адвокатам, нанимали адвоката, были попытки подать иски, то есть юридически. Я слышала, что именно журналисты, да, вот Да. что-то получилось в этой связи? Тоже Сейчас Низ поподробно об этом расскажет. Так как вот передо мной очень много документов, это как раз ответ на вопрос, Арифа, который ты задала. Да, мы все трое иностранных агентов, журналисты абхазские, значит, подали в суд. Честно говоря, не то, что в российском суде выиграть, тут в абхазском суде не факт, что выиграешь, но мы это сделали, и старшие коллеги мои, я, если честно, не хотела вот вообще ввязываться в судебную историю в Москве, но потом я поняла, что без этого, без подачи иска, я бы не получила очень важные документы. Можно уточнить, это был иск против Минюста, я просто, чтобы Нет, понимать. это исковое заявление подала в Замоскворецкий суд с просьбой отменить значит, решение Минюста о внесении меня в реестр иностранных агентов. Значит, это было в июне месяце. Безусловно, я проиграла суд, вслед за мной и все суды проиграли мои коллеги, но Зида Терентьевна об этом позже скажет. А я все-таки к документам. Да, юридическая часть бумаги – это не эмоции, это не то, что мне хочется или не хочется, или хочется кому-то. Вот такой документ, вот это все это один документ. То есть это более 80 листов, это распоряжение Минюста России, это официально врученный мне документ через моего адвоката, безусловно. Значит, согласно которому я стала иностранным агентом. Тут имеет значение, что же мне вменяется. Опубликован пост, касающийся действий руководства Республики Абхазия. Все документы, которые Минюст... И чтобы было понимание, это не просто какой-то там лист. Тут вот идет перечень организаций, подразделений различных, значит, Роскомнадзора и так далее, которым была поручена эта проверка, и которые ее проводили для того, чтобы вот родилось такое решение. То есть, я сейчас конкретизирую, да, за то, что я журналист абхазский, работаю в зарегистрированном Минюстом Республики Абхазия СМИ и делала публикации, касающиеся действий руководства Республики Абхазия, Минюст посчитал это неправильно. И вот, кстати, вот не могу не сказать, но очень многие знают, что идет судебный процесс у меня, да, со службой госбезопасности. О самом суде я не хочу говорить, сейчас мы не говорим совсем не об этом. Но это очень важная позиция. Первый аргумент, который мне вменяет еще раз Минюст России, это весь этот документ, это сообщение Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Это первый аргумент, который вменяет еще раз мне, журналисту абхазскому, Минюст России. Они даже вот такие скрины прилагают, вот, чтобы было понятно, да? И саму публикацию о том, что обнародование дезинформации подобного рода является ничем иным, как попытка дискредитации государственной структуры, в которой добросовестно несут службу сотни абхазских офицеров, и что это в первую очередь соответствует интересам Грузии. Это первый аргумент, который мне, еще раз, абхазскому журналисту, вменяет Минюст России. Ну, про остальные такие среднестатистические я, конечно, говорить не хочу, но пару примеров все-таки нужно, потому что, еще раз говорю, это многостраничный официальный документ. У себя на личной странице в социальной сети Facebook, на своей личной, не СМИ, на своей личной странице я опубликовала пост. 11 февраля 2021 года признали меня иноагентом 21 марта 2025 года. То есть вот с этого периода, это самая ранняя публикация, в которой я просто спрашиваю, сколько денег может, например, украсть герой Абхазии, сколько может украсть орденоносец Леона. А если человек спас 1000 жизней на поле боя, ему можно украсть, а нам, простым гражданам, сколько из казны можно увести? Это были мои мысли, которые я у себя на личной странице выложила. Минюст России даже их мне вменяет.
Но самое удивительное вообще во всей этой истории, это не просто мои публикации, еще раз повторюсь, которые касались действий руководства Республики Абхазия. На своей странице в Facebook я опубликовала вот такой пост. Я этот пост опубликовала 10 июня 2024 года, в котором написала, что я требую отставки министра иностранных дел Инала Ардзинба. Это мне тоже вменяют. Оказывается, я на это не имею права. В период правления Аслана Бжани, когда он был президентом, значит, анонимы у нас в стране, они были всегда периодически как-то вот будоражили абхазское общество, но такой бум анонимов во всех соцсетях пришелся именно, к сожалению, на этот период. Да и сейчас их немало. И сейчас их еще больше. Их еще больше. Еще больше. Но самое главное, что стали анонимы, о чем стали говорить, но в отношении меня сказать, что украла, присвоила, отняла и так далее, наверное, не получалось. Поэтому нужно было сказать, что меня некая мифическая структура где-то там за границей, которая напрямую связана с Белым домом, вот она меня спонсировала. Вот такая нехорошая Нис Фаршба. И появились первые цифры. Кстати, появилась цифра $2 миллиона, которую за год на информационная СМИ Аяшера перечисляется. Я, кстати, вот обращаясь к телезрителям, хочу предложить, если кто-то найдет эти деньги, сразу отдам половину, вообще без проблем, все ищут, но не нашли. Так вот, Минюст России официально дает вот такое заключение, что ни Аяшера, ни Нис Фааршба, они не располагают сведениями о том, что когда-либо какие-либо денежные средства из иностранных источников поступали мне. То есть это официальный документ. Денег я не получала, это их утверждение. Про свою власть и про недочеты, либо ошибки, либо какие-то важные вещи о своей власти я материалы делала. Это все, что мне вменили, но денег не брала. Закон об иностранных агентах, он же не только Абхазии касается абхазских журналистов, он там очень большой. Это Минюст, кстати, опять же, это в их документах для разъяснения, видимо, мне, не особо понимающие это, значит, под иностранными источниками понимаются иностранные государства, это первый пункт. То есть, если вы работаете на госслужбе, неважно, просто секретарем в приемной, начальником или заместителем, или, не дай Боже, министром, то вы в любой момент можете стать иностранным агентом. Так гласит закон Российской Федерации. Ну или если вы получаете зарплату, то есть органы публичной власти иностранных государств вас финансируют. Ну еще раз, в Кабмине работать, на абхазском телевидении работать, это все, это государственный бюджет, вы можете стать иностранным агентом. Минюст России резюмирует вот этот весь документ следующим. Еще раз говорю, то есть у всего этого есть печати необходимые, регалии, нумерация и так далее. Иностранное воздействие на Аршба НД выражено в том, что она имеет гражданство и проживает на территории иностранного государства Абхазской республики. Точка. И вот это очень важный момент. То есть неважно, денег я не брала, они сами это говорят, я никогда их не получала. Всего лишь я была признана иностранным агентом за то, что я являюсь гражданкой Республики Абхазия и проживаю в Республике Абхазия. Российского гражданства, к счастью для меня, у меня нет. В этом смысле мне повезло больше, чем моим коллегам. Но теперь резюме всего этого и вообще всего происходящего. Со статусом иноагента, честно, вообще никаких проблем. То есть для меня жизнь никак не изменилась. Ну, единственное, что, наверное, я не буду выезжать за пределы Абхазии куда-то туда, в ту сторону. Сейчас говорить Российскую Федерацию очень опасно, говорят. Поэтому я так вот. Почему? С сарказмом. Ну, раз иностранный агент, то это страшно. Так говорят. Мне еще раз. Моя не жизнь слышала таких никак выражений, не честно изменилась. Работаю я по-прежнему. И собираюсь работать по-прежнему, потому что я говорю не о Российской Федерации, я говорю о Республике Абхазия в своих материалах. А если я упоминаю Российскую Федерацию, то я это делаю с другой точки зрения. С точки зрения каких-то взаимоотношений, либо вещей, которые не могут быть применены на территории Республики Абхазия. Так вот, эта история
про иноагентство, про лишение гражданства, значит, про депортации, которые, кстати, до сих пор продолжаются для некоторых людей, просто они никак не выходят в публичное пространство. Это... Но некоторые вопросы, наоборот, решились, например, с Барасом, Куджба, и слава богу. После Бараса Куджба более 12 человек депортированы с территории Российской Федерации. Среди них есть люди, которые входят в команду очень серьезной организации. Я к тому, что, значит, эти процессы происходят. Это санкции, да, санкции. Это давление, безусловно. И вот тут у меня... Очень важно, я хочу, чтобы это услышали, я по возрасту, наверное, не имею права, да, кому-то советы давать и кого-то поучать или призывать к чему-то. Но это мое мнение, я правда считаю, что вот как во время войны с оружием в руках, да, родители наши старшие, значит, свободу завоевали нашей страны. Сейчас не военное время, но это не значит, что родину оберегать, спасать в каких-то ситуациях, и, ну, не нужно, но это же, мы же должны, например, у меня есть дети, внуки, да, надо передать же родину им. Наша родина же не должна закончиться только с правлением Аслана Бжани там, или Бадры Гумба. Наши люди, они всегда были мудрыми, но хайхабатсоусакун шуха цара рымымзырги хшивирымыз харапытюк уже хайзугарги азейчум кархалап. И это имеет значение. Я хочу, чтобы никто ни в коем случае не опускал руки. Ну, будут иностранными агентами, но лишат их гражданства. Надо отстаивать позицию. Вот эта вся история с иноагентством, с санкциями, с наказаниями, безусловно, она началась в период Аслана Бжани. Однозначно и даты публикации, которые вот здесь в этих материалах, кстати, это подтверждают очень хорошо. Но тогда этого не случилось. Продолжилось все это уже тогда, когда Аслан Бжани не был президентом. Например, меня изидучане признали иноагентом, когда Бадра Гумба уже выиграл выборы, и оставалась неделя до его инаугурации. И рассказы о том, что та прошлая власть, она сама по себе, вот нынешняя, не имеет отношения к прошлой, это история, которая из того периода перешла в нынешнее и продолжается. Объясню почему. Абхазские чиновники, министры, заместители разного рода ранга, другие люди, по-моему, они немножко забывают, что эта страна называется Республика Абхазия. И даже если у них есть гражданство, у них поголовно у всех есть гражданство, за малым совершенно исключением, российское я имею в виду, они забывают, что прежде всего надо исполнять законы Республики Абхазия. Я, если честно, не собираюсь ни с кем договариваться, не идти на какие-то компромиссы, либо челом бить по поводу того, чтобы с меня сняли статус иноагента. Еще раз говорю, не буду. Знаю несколько случаев, когда кто-то за кого-то ходатайствует, ведет переговоры по другим вопросам. Ради Бога, каждый волен делать, что он считает нужным. Еще раз, я ни с кем договариваться не буду. Но я хотела бы, чтобы наша власть, руководство Абхазии, которые очень красиво все время говорят, выступают, мы все читаем, видим, чтобы они вспомнили о Конституции, когда присягу приносили, когда принимали атрибуты власти, все это делалось на Конституции. А вот в Конституции очень полезные вещи написаны. Иногда, наверное, надо их читать или хотя бы сделать вид. Нисфа, правильно я ли понимаю, что вы совершенно не надеетесь на какой-то конструктивный подход, раз вы говорите, от что... кого? От власти? Да, допустим, да. Власть, которая с марта месяца, Инала чуть раньше признали иноагентом, Кан и Ливан, у них вообще декабрьская вся история, там январь, вот этот период, да. Власть, которая не посчитала нужным по поводу Бараса Куджба сказать слово, но... Ну, если Бараса вопросы решились, я думаю, что-то было сделано, может быть, мы об этом и не знаем просто. Не то, что не доверяю,
а больше того уверена, что до сегодняшнего дня они прикладывают все возможные действия, совершают для того, чтобы это продолжалось. Поэтому ни о каком конструктиве, а зачем договариваться, с кем надо договариваться? Я же сказала, я ни с кем не буду договариваться. Захотели, чтобы я была иностранным агентом? Да никаких проблем, ребят. Я надеюсь, что на нас все это остановится, а народ Абхазии поймет, что даже несмотря на то, что будут, возможно, и более жестокие санкции, за родину надо бороться. И неважно, какой президент или какая команда у власти.